увеличиваем проникающую способность. Если вы пробовали из него делать суп, то вы очень хорошо с этим знакомы. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас музей осенних рецептов, и мы будем готовить борчу. Это блюдо у нас, так скажем, северного происхождения. Его у нас готовили одни из наших соседей, тунгусу, так скажем. Это рыбное блюдо, один из вариаций его консервации на долгое хранение. Она у нас будет состоять из гальяна, основной компонент, и из внутреннего жира. Конечно, можете по вкусу уже добавлять соль, специи, это уже на ваше усмотрение. Как будет происходить у нас процесс готовки? Сперва мы готовим рыбу, мы его варим, доводим до кашеобразного состояния. Рыбу берем, тоже сколько вам надо, на ваше усмотрение. В нашем случае гальян, и можно разного происхождения рыбу. И как раз если говорить про борчу, мы готовим это, так можно сказать, более такой якутский вариант, как готовили наши предки. Но так как это блюдо такого тунгусского происхождения, то они его готовили довольно интересно. Они рыбу вялили до разных размеров, можно и крупную рыбу готовить, растолоть до порошкообразного состояния и потом уже смешать с внутренним жиром. И она у них хранилась уже так очень долгий период, могла храниться в течение месяца, может и больше. Тоже они делали из основной компонент это внутренний жир и рыба. Но самое главное отличие от якутского — это метод дальнейшего хранения. Если якуты его дальше хранили на любых сосудах, то тунгусы это делали либо на оленей шкуре заворачивали, либо на шкуре крупной рыбы. В нашем случае это могло быть как раз налим. Налим мы вчера пытались поймать, но так как уже глубокая осень, у нас это не получилось. Строго практически готово. Целгар это у нас, как называется? Налим. Он выходит из глубоких территорий уже. Может быть, там и рыба есть. И начнем готовку. Рыба у нас уже готовится. Доводим до кипения и потом на маленьком огне доготавливаем. Делайте на свое усмотрение, чтобы главное, все должно дойти до кашеобразного состояния. Гальян у нас очень быстро готовится. Если вы пробовали из него делать суп, то вы очень хорошо с этим знакомы. У нас рыба вскипела, вода кипит активно. И солим. Солим по вашему усмотрению. Кто любит соленое, чуть побольше соли. Кому не нравится соленая еда, можете чуть поменьше соли. Еще также по вашему усмотрению, конечно, можно добавить любые специи, которые могут украсить и добавить других вкусов. И начинаем перемешивать. У нас рыба начинает уже готовиться активно. Еще чуть-чуть поддержим. У нас это минут 15 прошло. И еще также через минут 20 уже рыба будет полностью готова. Рыба у нас уже готова, вода вся выпарилась. Перемешиваем, так скажем, более однородного состояния. Если хотите вообще кашу, то чуть дольше просто держите. Да, и, скорее всего, кости начнут скоро потом измельчаться. Примерно ожидаемого результата мы достигли. Рыба у нас уже почти однородная масса, но это у нас для нас самое то, достаточно. Пусть будет немножко структура мяса рыбы. И сейчас начнем уже кульминацию. Сперва разогреваем сковороду. Жир это у нас внутренной. Внутренной жир это, как скажем, жир, который находится внутри уже брюха животного. Это уже коровий внутренний жир, который был у него вокруг кишки, так скажем. Прямой толстой кишки. Вокруг печени. Наши предки его использовали как масло обычное.
Мы его тройной жир у нас заменился, конечно, растительным маслом. На нем наши предки и жарили, и добавляли в еду, его плавя. Конечно, этот продукт, он имеет и свой вкус, и свой запах. Довольно вкусный. Как мы видим, сковородка накаляется, становится уже горячая, и вместе с этим у нас плавится жир. Он очень хорошо плавится, как видите, он очень похож на обычное растительное масло. Он совсем не похож на сало, которое мы привыкли видеть. Это в таком жидком консистенции она. Но мы расплавим сколько нам надо, не все. Если посчитаем, что достаточно, то уже начнем смешивать с нашей рыбой. Достаем оставшийся жир, он нам уже не нужен, но в будущем пригодится. И вот, достаем рыбу, кладем в отдельную посуду, порционно, так скажем. Вот, этого достаточно. И уже добавляем масло, чтобы она полностью покрывала у нас рыбу. И перемешиваем. И дожидаемся уже до полного остывания. Жир должен превратиться опять же обратно в однородную массу. И тут для дополнительной консервации получается своего рода у нас, как продукт, который мы знаем, тушенка. Он очень похож уже по внешней консистенции, покрыта маслом тоже. Тушенка также очень похожим рецептом готовится. И ждем. Сейчас у нас все остынет, и можно будет дегустировать. Блюдо у нас готово. Как видите, уже масло начало схватываться, по краям она уже полностью остыла. И пришел момент дегустации. Хотя сперва, как его подавать? Его потребляли и как отдельное блюдо. И также, самое главное, добавляли в супы, похлебки для наваристости, для добавления калорий, энергии. Это, скорее всего, была именно еда такая походная, охотников. Они могли его брать с собой. Зачем сворачивали оленью шкуру либо рыбью? Скорее всего, как колбасу таскали с собой. И момент истинной дегустации. Масло у нас схватилось. На вкус неплохо. Очень, правда, жирная, так как это очень много масла, жира. Внутренний жир чувствуется. И самое главное, есть немножко рыбный вкус. Это паста все-таки рыбная. Вкусно, можно кушать. Неплохо. Масло такое придает такой мягкий вкус. Напоминает такую рыбную пасту, которая в баночках продается, которую обычно на хлеб намазывают. Практически то же самое. С хлебом или с лепешкой самое то, я думаю.